До оккупации в Крыму работало около 3000 СМИ, то после так называемой вот этой перерегистрации по российскому законодательству их осталось порядка 250. И тут я отмечал, что когда оккупировали Крым, в первую очередь, что захватывали? Захватывали военные части, захватывали различные коммуникации, это там, ЖД вокзалы, аэропорты, и захватывали редакции, захватывали вышки. И если вспомнить 2014 год, вот первую активную фазу оккупации, то можно вспомнить, что в первую очередь захватили вышку, которая раздавала сигнал. И что сделали? Заменили все украинские каналы на российские. Отключили все украинские СМИ и таким образом лишили крымчан права на информацию. Для чего это было сделано? Это прежде всего было сделано для того, чтобы подавать те события, которые происходят в Крыму и в Украине, выгодным для России, выгодной для России и Кремля интерпретации. Тогда мы можем вспомнить, что уже в принципе, тут можно отметить, что информационная война ведется еще там, наверное, с конца 90-х против Украины. И в частности, мы жили в Крыму и замечали все эти процессы, как это с каждым годом все больше и больше набирало оборотов, какая велась пропаганда, как подавали там ту или иную информацию. И вот в 2013-2014 годах, когда в Киеве был Евромайдан, можно вспомнить, что, например, в Крыму активно распространялась информация, что вот сейчас на полуостров там приедут бандеровцы, там будут захватывать. И вот такие вот посылы, вот такие месседжи, они, к сожалению, набирали оборотов. И, вот, конечно же, это влияло на людей, потому что люди склонны там, поддаваться вот такой манипуляции, особенно в Крыму, когда это такой очень специфический регион был и по составу населения, и по другим признакам. И вот когда отключили все эти украинские СМИ, естественно, что началась русская пропаганда, начали рассказывать, как в Украине все плохо, что произошел переворот, и что вот могут приехать там бандеровцы, украинцы, которые тут будут там чуть ли не резать и так далее и тому подобное. И навязывали тот месседж, что вот Россия защитит вас, Россия великая, могучая, то, что это вот восстановление исторической справедливости, возвращение в родную гавань и так далее и тому подобное. Естественно, все эти процессы сыграли на руку Кремля, и при активной фазе оккупации очень активно велись вот эти все действия, вот эта пропаганда. И вот в результате таких действий произошла такая вот некая информационная блокада, когда Россия ограничила информационные ресурсы Украины и, в свою очередь, включила свои ресурсы российские, которые, как известно, отличаются от пропаганды, вот таким даже неким цинизмом, можно сказать. И вот я рассказывал об этих вещах, и вот возвращаясь к рекомендациям, я отметил, что возможно, не для решения, но одним из инструментов, который мог бы хоть как-то повлиять на ситуацию, было бы хорошо, чтобы в Крым поехала независимая мониторинговая миссия под эгидой одной из международных организаций, например, под эгидой офиса ОБСЕ по свободе СМИ, по свободе слова, и чтобы они на месте пытались мониторить вот эти все факты, которые сегодня есть в Крыму по нарушению по отношению к журналистам, по отношению к средствам массовой информации. А другое, это я говорил, что необходимо поддерживать те крымские СМИ, которые выехали из полуострова. В частности, в Киев выехало более 10 средств массовой информации. И, на мой взгляд, государство должно их поддерживать. И тут дело идет не о, конечно, важна моральная поддержка, но также нужно говорить о финансовой поддержке, потому что эти средства массовой информации на сегодняшний день работают в кризисных условиях. Не все редакции смогли вывести всю свою техническую базу, не все журналисты и сотрудники смогли выехать из полуострова. И тут вот на самом деле важна поддержка государства, потому что эти СМИ, которые выехали, они являются свидетельством того, что сегодня в Крыму нет свободы слова. И, кстати говоря, о свободе слова, об этом также свидетельствуют различные рейтинги. Например, если взять рейтинг Freedom House по свободе слова, то Крым там входит в первую десятку по несвободе слова.